2020 оказался далеко не простым, в том числе и для Минсельхоза Ингушетии. Но несмотря на всю напряженность и сложность, работа ведомства оказалась результативной. Пожалуй, главным достижением прошлого года можно смело назвать погашение долгов за агролизинг. Еще в 2012-м сельхозпроизводители республики получили по лизингу около 1000 единиц техники: тракторы, комбайны, культиваторы, пресс-подборщики, дисковаторы и другой прицепной инвентарь, обеспечив на тот момент аграриев техникой на 100%. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году в действующих ценах составил 11 миллиардов 378,8 миллиона рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101%. Есть положительная динамика. Этот показатель за предыдущий отчетный период составил 99,9% в 2019 году. Результат мог бы, конечно, быть и выше. Но погода изменила все планы. Град, засуха, ливневые дожди стали частым явлением в регионе. Засуха погубила урожай на более 25 тысячах гектарах. Тем не менее, благодаря проведенной работе удалось сохранить основной урожай, и по сравнению с предыдущим годом даже улучшились многие показатели. По зерну более чем в 2 раза превысили показатели, чем 2019 года. По подсолнечку на 55%, по овощам на 36%. По животноводству у нас отмечается положительная динамика. Возросло на 3,2%, в том числе коров на 11,5%, овец и коз на 3,4%. Производство мяса выросло на 7,3%, молока на 2%. 12 из 14 ГУПов Ингушетии прошлый год закрылись с прибылью. Если обратиться к статистике, то начиная с 1992 года это самый лучший результат за последнюю тридцатку. В этом году также в планах реорганизация ГУПов, но они останутся на гособеспечении. Нужно отметить, что по поручению главы Ингушетии за последние годы сельхозпроизводители за счет заработанных средств закупили 5000 голов овец и 320 голов крупного рогатого скота. Также из 13 подведомственных предприятий 12 предприятий получили прибыль. Одно предприятие «Ингушетия» находится под внешним управлением. Считаю необходимо отметить, что подведомственные предприятия за прошедший год снизили предприятия задолженность более чем на 100 миллионов рублей. Ресурсное обеспечение программных мероприятий в отчетном году также были выше, чем в 2019 на сумму более 120 миллионов. В основном это касалось мероприятий по устойчивому развитию сельской территории. В этом году перед ведомством стоит цель довести количество крупного и мелкого рогатого скота до 10 тысяч. На начало текущего года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 69 396 голов, 103,2% больше к уровню 2019 года. Из них коров составляет 7422 головы, увеличение на 115%. Овец и коз 291,627 голов, 134,9% уровня 2019 года. Очень важным направлением работы Минсельхоза Ингушетии было сопровождение и поддержка инвестиционных проектов АПК. Особенно важны для нас такие крупные инвестпроекты, как сад-гигант Ингушетии, агрокомплекс «Ужас», молоко Ингушетия, лесокомплекс «Южный» и другие. На коллегии также присутствуют и почетные гости в лице первого зампреда правительства Ингушетии Михаила Илезова и председателя Народного собрания Ингушетии Магомета Яндиева. Спикер парламента отметил, что сельское хозяйство очень важная отрасль для региона, которой мало уделяли внимания. Но тем не менее сейчас она получила импульс развития. Развивают не только хозяйство населения, но и сами сельские поселения. С 2020 года в Ингушетии начала действовать госпрограмма развития сельских территорий. Она должна помочь сохранить долю сельского населения в России не менее 25%. На реализацию госпрограммы по стране выделено около 2,5 миллиарда рублей, из которых 224 миллиона получила Ингушетия. Программа будет действовать порядка 5 лет. Построен ФАП в сельском поселении Вежри на 7 миллионов 800 тысяч рублей. Построены 2 многофункциональные спортивные площадки в сельском поселении Лячки и Вежри на сумму 15 миллионов 660 тысяч рублей. Начато строительство Дома культуры в сельском поселении Ляжги на сумму 30 миллионов 725 тысяч рублей. Вот в эксплуатацию запланирован в этом году.
Сегодня в агропромышленный комплекс республики входят 54 сельхозкооператива и около 2000 КФХ. Сейчас перед Минсельхозом стоят не менее амбициозные задачи. Это и увеличение урожайности культур, поголовья животных, повышение их продуктивности, более того, поддержка реализуемых инвестпроектов и повышение эффективности использования средств господдержки. Отдельное внимание в этом году уделят и мелиорации. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.